Друзья, всем привет! Итак, у нас еще одна посылочка. И эта посылочка у нас опять же от нашего друга Юрия Викторовича Кулагина с Уфы. И давайте же посмотрим, что на этот раз. О! Посылка весьма вместительная, тяжелая. Вес 8515 или 15 грамм, да. Я вам скажу сразу. Запах от посылки идет просто обалденный. С одной стороны, это, конечно же, хорошо, но с другой стороны, наша Почта России, походу, опять похулиганила. В общем, предыстория такая. Пришла смс-ка, что у меня посылка доставлена в отделение почты. И тут же звонят мне с почты и говорят: Геннадий Геннадьевич, вам пришла посылка, но от нее очень сильно пахнет, приедите, получите быстрее посылку. Иначе, говорит, такой запах. Я-то знаю, что Юрий Викторович мне отправил в посылке мед. Это я точно знаю, потому что он говорил, что отправлю, будет свежий мед, я тебе, Гена, отправлю. Я говорю, что, мед растекся? Да нет, говорит, не медом пахнет. Я говорю, чем? Да спиртным вообще-то пахнет. И тут я понял, что Юра опять мне отправил вкусняшки, и эти вкусняшки, к сожалению, наверное, что-то или протекло, или разбилось. Ну вот, когда получал посылку, действительно, по всему отделению почты шел такой аромат просто. Это, наверное, скорее всего, опять бальзам, потому что я уже по запаху знаю запах этого бальзама. Давайте не будем растягивать, давайте посмотрим, что у нас там протекло, что у нас разбилось и что у нас дошло в целости и сохранности. Огромная благодарность Юре за эту посылку. И вообще он каждый год не забывает ко дню рождения отправлять мне что-нибудь вкусненькое, нужненькое. На этот раз он говорит, посылочка будет чуть позже, немножко задержалась. Вот он. Вот она посылка. И вот этот запах, который не должен был он здесь пахнуть, он должен быть здесь. Ну что теперь? На данный момент Юра отдыхает в Египте. Я все прикалываюсь, я говорю, египетская сила. Нашу посылку, говорю, ох, вся протекла, вся вот коробка сырая. Вот. И просто пьянящий запах это. О. Ну давайте посмотрим, что у нас с этой посылкой. Что у нас с этой посылкой. С этой Почты России надо все пупырчатую пленку, говорят, хотя Юра говорит, я и так все уже упаковал. Ну вот, как мы видим, что-то еще булькает, а что-то, наверное, уже булькать не будет никогда. Так, смотрим. Опа. Так, ну вот это что-то вот целенькое. Это уже хорошо. Я так думаю, это что-то связано с медом. Это, наверное, что-то, наверное, какая-то медовуха. Это я так думаю. Вон, все в пупырчатой пленке. Не знаю, как случилось, что беда стороной не прошла. Как случилось, наша встреча недолгой была. Самые светлые дни. Помните, да, группа Маки такая была? Ну вот, ёшкин ты кот. Ну, вот такая вот у нас Почта России. Бальзам или мель не дошел, не нашел. Вот, тут видно, что было все это упаковано здесь, пупырчатую пленку. Но почему-то вот эта пупырчатая развязалась каким-то образом. Вот Юре надо было все-таки, наверное, плотно эту бутылочку обвязать, вот как мы вот отправляем стеклянные вещи, плотно вот обматываем стекло, и потом пупырчатую дополнительно еще скотчем закручиваем каждую стеклянную вещь, и так оно все доходит. Так, смотрим дальше. Леска вот такая. Вот леска. Ну, леску заодно уже и обмыли, получается. Леска вот такая. Это, наверное, даже не леска, а плетенка. Япан. Fiber from 100 метров.
двоечка, 2-0. Это, наверное, на катушку, скорее всего. И это, наверное, тоже... Нет, это леска. Так. И вот это тоже, наверное, плетеночка, однерочка, потоньше. Так, ну это мы разберемся. Это вот японская такая плетеночка. Так, что у нас дальше? Вот такой вот воблерок интересный. Ну, у нас, господа, осень. На улице, не знаю, успеем ли мы еще порыбачить на спиннинг. Ну, на следующий год это обязательно попробуем. Вот. Так, что это у нас? Что это у нас? Это у нас что-то интересное. Ага, все, понял, что это у нас. Скоро, друзья, осенняя охота на налима, зимняя охота на налима. И это у нас будут у нас жерлицы, все такое. И это у нас вот такой вот крючок. С обалденным, с ароматным запахом бальзама и ремель. Просто теперь все мои вещи пропахнут этим бальзамом. Просто суперский запах. Это не передать словами, друзья. Вот такой вот крюк. Теперь он всегда будет со мной. И любая хищная рыба с лунки уже будет просто выпрыгивать с помощью этого крюка. Так, что еще у нас? Вот такой вот воблер. Воблерок. Так, они очень интересные. Воблер вот так вот носик идет, если вот видно, что вот этот, что вот этот. Очень интересная вещица. И я так думаю, чисто ради эксперимента можно будет, несмотря на то, что сейчас на улице у нас уже осень, и на спиннинг в принципе не ловят, но попробовать можно. Чисто ради пробы, как играет, как что. Обязательно, Юра, мы это попробуем. Ну вот, это все вот почему-то вот развязалось. Скорее всего, бутылка была завязана здесь. Видать, очень хорошо кидали. И просто суперский запах. Но все, к сожалению, протекло и растеклось. Так. Здесь у нас остались только стекла, бумага, пупырчатая. Ну и все. Вон. Упаковано это было все по уму. Просто, видать, этой посылкой играли в футбол, наверное. Или просто хотели, может быть, буль-буль-буль. Ага, может, с нее там что-то протечет. А... Может быть, не знаю. Ёшкин ты кот. Мама дорогая. Ну как так? Вот прошлый год Юра меня отправил с мед в бочонке. Все нормально доехало. На этот раз опять в ведре, и у нас опять беда. Хорошо, что вот этот мешок лежал так. Вот смотрите, что у нас творится. О, видно, да? Одна бутылка бальзама осталась целая еще. Но она вся в меде. И вот тут ведерочка меда. Сними, пожалуйста, я не буду открывать. Мы это все дело сейчас перельем, конечно же, в банку. Это ничего выкидывать не будем. Перельем все это в баночку. Ведерочка, наверное, это 2-литровая, я так думаю, или 3 литра ведерочка. И там был мед. Но он у нас, ведро растеклось. И просто супер повезло, что посылка лежала так, а не по-другому. Если бы она, представляете, лежала бы вниз головой, то весь мед был бы разлит в посылке. А так у нас все в мешке. И все это аккуратно я перелью по-любому. Блин, очень жаль, конечно, но, Юра, честное слово, я выкидывать не буду. У нас первое ведро, как ты помнишь, тоже было разлито. Мы это все аккуратно перелили в баночку. И все нормально ушло по назначению. Холодными зимними вечерами, когда особенно дети кашляют. Вкусняшка. Вы понимаете, да? Вкусно снаружи, а то, что снутри, вкуснее еще разы. А вместе, наверное, вообще супер. Так что сейчас мы будем
облизывать эту бутылочку, перетаривать мед, который растекся, но который в мешке. Так что это мы узнаем, скорее всего это медовуха, я так думаю. Лески, воблер пойдут крючок по назначению. А вот эти вкусняшки, бальзам. Кстати, Юр, прошлогодний подарок, который ты отправлял, чача в стекле на месте, еще в глиняном месте, я сказал, когда Юра приедет ко мне в гости, тогда и будем пробовать эти напитки. Но стекло может быть когда-нибудь с Иваном Григорьевичем на первый лед, возможно, в избе откроем, попробуем. А чачу, которая в глине, сургучевая пробка, мы это попробуем с тобой, когда, друг, ты приедешь ко мне в гости. Мужик сказал, мужик сделал, 3 года собирается Юра ко мне уже. Я надеюсь, когда-нибудь мы его увидим на нашем канале, на нашей совместной рыбалке. Вот такая вот у нас посылочка от моего друга. Огромное, Юра, тебе еще раз спасибо. Все пригодится, все будет как надо. Жду тебя, друг, в гости. Давай, приезжай. И это будет у нас славная рыбалка. Вот такое, друзья, у нас радостное событие. Ну, с небольшими нюансами, но ничего страшного. Все нормально. Всем спасибо за внимание. И всем пока. До новых встреч на канале Хобби Рыбак.